Кепсетергер аңардас кивер бу күрөтүн бишетканы тугу оңорунан касабыта олгунамаран бүтехигер тердибек кихиген бу вертолет тагалаттан сагалан бу самолет келитигер эти именно кине үлете жакпан багарабын. Онаттан маннагалытыгар эти тескеттен келитигер хамай гараханы көрсөбүт хамай элбакта бихека Рибит Николай Степанович болароттан бары берке белагат. Онаттан бу хедер ваттар Сергей Гаврилевич ким болан дүпсүн дүпсүйділері күске коракка үлләннер бу тәрәңе күске көмөлөстүләр. Онан биддилән атырлыпын багыпын манна элбах ки көмөлөстө элбах бихи эдер ваттар бут предпринимательлер бут спонсордадылар. Онан бу хас бихага келен Полярные Веллини вона Якутия компания генеральный директордары келен сүсти тыгынчалак көмөнөн орон тураллар эме оны мемну мокпутуннада онон кейлерге улахан макталбытын тендебит. Оннан биһиги правительство бут Салаваттата Садовников Дмитрий Дмитриевич бетин прямой жагалынан самолету агалыга борбос команна кранынан тугунан агалытыгар барытын кине Салаваттатынан онна тыхайстватын Салаваттата министерствода көмөлөһөн бу самолет келен турар. Онон хем бир кимеромны бутун булу, онон баргытыгар манна көмөлөспүт келеригер күскө көмөлөспүт жоңго баргытыгар мактал тердебит. Онон таханан бир улахан мактал бутун тердебит. Амоса Василий Ивановичка биһиги улуспут баһалыгар. Бу объект лага киритигер. Ононча бу объект этен этергедылы үшөйдик көрүллөн карыллан өссө эби тупсан эстин өссө эби идеябыт элбэх уотун күйһүн өттүн оңорбук киһиден бага хана төкөттөн барыта себилигин оңоһуллубат манна ситерер эми элбэх оннотон кенегаскетин биһиги бу оскола абиега булуга билген пока нехелек тугар турар сиригер эти биһи киллерер битигер биһи үппү качыбыт хам сырыгар бу элбэх үбөгеллерер битигер итинник бу херинигин документе барыта биһиха булукта. Онон билген бу объект оскола объектер берекпет аны үшөйдик көрөн истен бу свекке олордон отун күйһүн үшөйдик көрөн багарыгын. Чевонна элбэх кийманна харыттын көрдүн дүпсүн нехелеге сайда турдун барыгытын өссө төгүл үрүн тунак ыактарынан дурубуяны жолу соргуну багарабын. Почетной грамотой награждается Протопопов Максим Андреевич за активное участие в жизни и деятельности Музея авиации и космонавтики имени Ивана Даниловича Жиркова в связи с 50-летним юбилеем музея. Почетной грамотой награждается Босиков Сергей Захарович. Почетной грамотой награждается Явловский Владимир Егорович. Почетной грамотой награждается Герасимов Макар Петрович.
За личный вклад в социально-экономическое развитие Дюбсинского наслега присуждается садовнику Дмитрию Дмитриевичу. За личный вклад в социально-экономическое развитие Дюбсинского наслега присуждается Копырину Петру Петровичу. Слово предоставляется заместителю главы муниципальный район Усть-Алданский Улус район Анатолию Дмитриевичу Сторожеву. Властовуллах Николай Николаевич, уважаемый Константин Васильевич, bu bugün Düpsünnehilige bir kere beli gün bolar. Kosmonavtika muzeyi beyin sılgaran Allah bir ahlıqta anardas bu Düpsünnehiligini vaqtaqtırır bu bakı bilgi uluskutuvar barıklar bir ulaqan soğuktalar sabıyti bolar. Onun edetik isteğini bu soldanlığın bağlığın Vasily Ivanoviç Mosov atıttan, ona tuz beyan apıttan, manna mustubut barı Düpsün ulaqtaqtırın, ona gılcıtların ağardelibi. Онуттан bu Космонавтика музейі бейін сыланыратуар Иван Данил Жирков терен bu хебеске кемге үрдақ еннеки продвинуттай идеялақ, өйдақыналақ ке теребеті болар. Онуттан кені bu бейін сұлыстата болуды. Олығын тұқары барытын, қара өлер дері барытын bu Космонавтикатын музейігер туғын барытын берін, өйін ханатын онына Тугун кыгын берен bu бейги улус bu Düpsünnehilige bütün soyuş öptüger atırırıgar onuntan oğulları bililak körülak bolurgar hüddağ ülene kamnahı bir biteceksin bağırı var. Onuntan manna bileten timetemi Иван Данилович кергене Анна Петровна Жиркова метон балайда элбе хыратын бербете, үлетин бербете, онунтан кендики bu uçutallan bütüdüger emetten bu Kosmonavtika muzeyin üleheti boğulanıktan eme ara barıqtargar geri bu öydürün hanaların biren ülelebit ülelere onlardan bu beylerin oğulları diyen bolur depin bağırı var. Onlardan bağır emete eygi bu Kosmonavtika muzeyin össü dağınatın hayınlar arkadaşlar bağır emete össü dağın eksponatların elbette ekidin bağır emete onlardan eti Космодром Восточный каттатын доғырдан доқаяндан тон экспонаттары ағалы қытын бағар емеді. Манна бірген көрібітінен экспонаттарға тоттын кендеке сөргітілуіті ағаяқ білген онтан бұ бары тұрын оңғыт маннық үшігі ескілері тұппы көтоқтан қайғаллақ онына мақталлақ дела. Барығытығар үтігіні бағары. Предоставляется директору Дюбсинской школы имени Ивана Николаевича Жиркова Надежде Андреевне Дорокеевой. Уважаемые гости, уважаемые жители наслега, добрый день! От имени коллектива Дюбсинской средней школы поздравляю вас с открытием исторического сквера космонавтики и авиации, который принесет нам радость и восхищение. Сегодня мы празднуем 50-летие Музея космонавтики и авиации имени Ивана Даниловича Жиркова. Молодой учитель географии, влюбленный в небо, в далеком 1974 году образовал этот первый музей космонавтики. Организованный кружок ракетомоделирования с первых лет занимал призовые места не только в республике, но и по всей России. Их ракеты, космические корабли, планетоходы и луноходы выставлялись в Монголии, Франции и Германии. Наш музей с 1988 года член аэрокосмического сообщества
аэрокосмического сообщества в России. И с 1999 года член Ассоциации музеев космонавтики России. А еще в 2017 году был включен в справочник по России космической. Сегодня, в торжественный день, мы вспоминаем нашу учительницу Анну Петровну Жиркову, супругу Ивана Даниловича, которой и его единомышленницу, которая всегда помогала во всем, и с ее помощью приходили эти победы. Сегодня по инициативе и колоссальным усилиям первого выпускника музея, ныне отличника воздушного транспорта Российской Федерации и ветерана авиации Республики Саха-Якутия Николая Степановича Копырина открылся этот замечательный сквер. Мы, жители Наслега, очень благодарны, искренне благодарны ему. И благодарны всем главе муниципального района Усалданского Улуса Василию Ивановичу, Николаю Николаевичу. И этот день знаменателен тем, что сквер открылся во время национального праздника СССР. Поздравляю всех! Желаю удачи во всем! Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы имени Ивана Николаевича Жиркова Шумарову Константину Васильевичу, академику, действительному члену Российской академии космонавтики имени Циолковского, директору по наземной космической инфраструктуре космодромов корпорации НИИМ, кандидату военных наук, почетному гражданину муниципального образования Дюбсинский Наслег. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы имени Ивана Николаевича Жиркова Демиденко Саргалане Егоровне, руководителю секции Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики имени Циолковского в Республике Саха-Якутия, доцент кафедры реклама и связи с общественностью в высокотехнологических отраслях, Московский авиационный институт, кандидат психологических наук, почетный гражданин муниципального образования Дюбсинский Наслег. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы имени Ивана Николаевича Жиркова присуждается Амосову Василию Ивановичу, главе муниципального района Усть-Алданский Улус район. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы Сторожеву Анатолию Дмитриевичу, заместителю главы муниципального района Усть-Алданский Улус район. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы награждается Сивцеву Николаю Николаевичу, главе муниципального образования Дюбсинский Наслег. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы Копырину Николаю Степановичу, отличнику воздушного транспорта России, попечителю Музея космонавтики и авиации Якутии имени Ивана Даниловича Жиркова. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы награждается Литвинцеву Степану Моисеевичу, начальнику МКУ Управления образования Усть-Алданский Улус район.
администрации Дюбсинской средней школы Григорьеву Тимофею Афанасьевичу, заместителю начальника МКУ управления образования Усть-Алданский Улус район. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы присуждается Борисову Леониду Даниловичу, директору аэропорта Черский, ветерану авиации Якутии. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы Жиркову Данилу Ивановичу, заместителю директора «Юные якутяне». Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы присуждается Сивцеву Сергею Гаврилевичу, руководителю Дюбсинского землячества в городе Якутске. Благодарственное письмо Пономареву Эдуарду Тимофеевичу, индивидуальному предпринимателю-издателю. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы присуждается Колодезникову Якову Ивановичу, директору Центра дополнительного образования детей РК. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы Гоголеву Василию Васильевичу, исследователю истории авиации. Благодарственное письмо от администрации Дюбсинской средней школы Сивцеву Гаврилу Гаврилевичу, ветерану. Слово предоставляется человеку с большой буквы, с помощью которого в 2006 году был привезен и поставлен на постамент вертолет Ми-2, а в этом году транспортирован самолет Ан-2 Николаю Степановичу Копырину, выпускнику, попечителю музея космонавтики. Добрый день, уважаемые гости, мои земляки. Я сегодня очень тронут, и мне крайне приятно сегодня побыть здесь, среди вас. Потому что эта идея, по идее, возникла давно, еще при Иване Даниловиче. Мы мечтали вот этот Алас Такаретте хотели заполнить всеми разными типами воздушных судов. Но между собой так разговаривали, а потом в жизни-то это не получилось, но факт то, что на сегодняшний день перед вами стоят разные типы воздушных судов, в том числе вот вертолет, самолет и красивая ракета. Я еще раз хочу поблагодарить своих земляков за поддержку моей идеи создать вот такой сквер при въезде в наше село. И теперь мы не только славимся и делаем людям приятное, просто которые проезжают мимо нашего сквера, будут удивляться. Вот в таком далеком поселке стоят и самолет, и вертолет, и ракета. И вот когда ребята собирали вот Ан-2,
здесь автомобили, которые проезжают, все, говорят, буквально все останавливаются, и кто умеет, делают селфи, а кто не умеет, говорят, иди сюда, фотографируй нас. Нам, говорят, не дают спокойно работать, все мешают, говорят, проезжие. Я вот сейчас, стоя здесь, хочу сказать, для того, чтобы я крепко стоял на двух ногах на этой земле, чтобы получил хорошее образование, специальность, дал первые шаги именно вот Иван Данилович Жирков. И дань памяти, я вот считаю, что это дань памяти моему самому любимому учителю Ивану Даниловичу. И вот, например, немножко из истории. Вот Ми-2, как я привез, я специально взял отпуск на все лето и сам лично своими руками все старые краски отодрал, восстановил этот Ми-2 вертолет и привез. Тогда Иван Данилович, Анна Петровна живы были. Ой, как они обрадовались, когда привез на машине, поставили на постамент. Тогда нашей радости краев не было. Так, потом вот это Ан-2 привез из далекого поселка Терский, это Нижнеколымский улус, через моря, через рек сюда на теплоходе привезли. И в этом здорово мне помог мой друг. Вместе заканчивали Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации Леонид Данилович Борисов. Он мне полностью разобрал самолет, все загрузил на теплоход и отправил до города Якутска. А транспортировки из Терского до города Якутска помог тоже наш земляк, бывший глава нашего улуса Владимир Николаевич Черноградский. Привез вообще на теплоходе бесплатно из Терского до города Якутска. А как привозили, как поставили здесь, Николай Николаевич вкратце рассказал, поэтому я повторяться не буду. И вот я очень рад молодому человеку, сыну моего тоже друга Егора, что он сделал вот такую красивую ракету. Игорю Егоровичу я очень благодарен. Ну так что давайте радоваться все вместе. Желаю своим землякам здоровья, удачи, в жизненном хорошей позиции. Будьте всегда оптимистами. Спасибо. Слово предоставляется академику, действительному члену Российской академии космонавтики имени Циолковского, кандидату военных наук, почетному гражданину Дюбстинского наслега Чмарову Константину Васильевичу. Добрый день, уважаемые сельчане, добрый день, друзья, добрый день, коллеги. Мне очень приятно быть на очередном празднике в селе. Во-первых, потому что здесь этот праздник встречают неутомимые энтузиасты. Именно не просто любители, а фанаты практически своего дела. И самое главное, труженики. Своими руками, без помощи кого-то, все дальше и дальше совершенствуют, приумножают славу села и бережно хранят достижения нашей отечественной космонавтики.
Очень приятно, что здесь много детей. Всегда праздники отличаются этим на якутской земле. И я тоже последовал вашему примеру, на этот раз приехал с внучкой, не один. Вот. Продолжит традиция. Значит, так как мы находимся здесь среди тружеников, и техника, которая здесь находится, это тоже труженица. Во-первых, Ми-2 настолько достойную славу вписал в историю и Якутии, и Дальнего Востока, и Сибири, и других регионов отдаленных, именно своим трудолюбием, своей надежностью и, естественно, долгим годами эксплуатации. До сих пор Ми-2 в строю. Конечно же, Ан-2 это вообще легенда нашей авиации. До сих пор в строю, до сих пор выполняет задачи. Ну, а вот это чудо, что вы сделали, ракета так называемая Р-7, это чудо Сергея Павловича Королева. Вы даже представить сейчас тяжело, что 10 лет после окончания такой кровопролитной войны Советский Союз смог в 1955 году зайти в Казахстан, за 1,5 года построить старт, и в мае 1957 года первый раз стартовала ракета Р-7, а 4 октября 1957 года, значит, эта ракета вывела космический аппарат в космос. И впервые, вот сейчас очень много иностранных, ненужных слов. Я в России уже не вижу, где бы написан был универмаг, сельмаг, а везде маркет, мини-маркет, супермаркет и так далее. Значит, не найти слово парикмахерское уже. А в то время, в 1957 году, наше слово «спутник» вошло в энциклопедические словари и в разговор всего мира. Наше советское слово «спутник». Благодаря вот этой ракете, которая находится у вас. Спасибо вам за такую память, спасибо за энтузиазм. Поэтому, конечно же, я не могу находиться на празднике, где с таким энтузиазмом сделано так много. Не могу, конечно, часть из своих подарков, которые привез в музей, подарить именно здесь. Поэтому, Надежда Андреевна, приглашаю сюда вас. Я тоже хочу вручить, значит, памятный подарок, тоже нашему труженику, космическому, естественно. Это космический аппарат «Буран». Вот, тут подставка соответствующая, все это. Это наш космический аппарат. Я могу с гордостью сказать, единственный в мире в 1988 году. Он 15 ноября стартовал с Байконура и в автоматическом посадке с космоса произвел посадку четко на посадочную полосу. Никто в мире не мог в это время сделать. Тот же шаттл не сделал ни одной посадки без экипажа. Наш «Буран» это смог. Поэтому, Надежда Андреевна, вас с праздником. С праздником вас, уважаемые друзья! Ура! Слово предоставляется ветерану авиации Якутии, директору аэропорта Черский Борисову Леониду Даниловичу. Күтүгүнүн бүйдү донаттарым, добрый день, уважаемые депсинцы, гости наследа. С праздником Дня России вас! Я приехал из самого северо-восточного района республики, Нижнеколымского района, поселок Черский, где работал директором аэропорта до выхода на пенсию. Ну и, как сказал Николай Степанович, вот, помогли мы
разобрать и загрузить на пароход Ан-2. Этот самолет Ан-2 труженик с 49 года летал в небе Советского Союза и России, выполнял различные полеты. А этот самолет этот самолет, который сюда прибыл, этот самолет летал на ледовые высокоширотные экспедиции. До Северного полюса долетали Ан-2 нашего отряда. Спасали экипажи попавших в ледовые ловушки корабли. И за это Колыму-Дигирский объединенный авиаотряд был награжден орденом «Знак почета». Поэтому так и называют. Единственный отряд, который в республике имеет орденоносный авиаотряд. Я сам закончил Омское летно-техническое училище в 1978 году и тоже в полярной авиации работал, но в Жиганском авиаотряде. Начинал работать техником, ресурсником. Мне посчастливилось учиться и работать с вашими земляками. Сергей, Николай Неустроевы, Пантелеймон Старомятников, Николай Копырин, ну и многие другие ребята, которых я помню, уважаю и люблю, как люблю и авиацию. Я вас всех поздравляю с великим праздником, с тем, что вы сохранили музей космонавтики, приумножаете его ко всем сельчанам, которые помогают активно. И я рад, что в таком маленьком селе Якутия есть большой и замечательный музей космонавтики и авиации. Вам большое за это спасибо. Надежда Андреевна. Ну, поскольку я слышал, что этот мемориал будет передаваться по попечению школы, поэтому, пожалуйста, эту наклейку я прошу установить вот на этом самолете, на правом борту, вот, подле лейтенанта. Хорошо? Это моя просьба, и я эту просьбу передам моим коллегам, авиаторам Арктики и с большой благодарностью. Пожалуйста, примите. Слово предоставляется руководителю Дюпсюн-Тюмсю города Якутска Сергею Гаврилевичу Сивцеву. Тюпинин, Медведь Лахтабык, уважаемый Константин Васильевич, Светлана Юрьевна, Василий Кириллович, уважаемые гости, земляки. Вот нам, участникам, да, вот этого процесса, который мы участвовали в строительстве этого сквера, нам вдвойне приятно, что вот стоим сегодняшнего вот, на открытии вот нашего уникального сквера. Такого сквера в республике нету, ну, имеется в виду на сельском уровне. И вот наша команда, да, вот Николай Николаевич сказал, мы под его руководством вот нашего уважаемого Николая Степановича, Василия Васильевича, Данила Ивановича, очень слаженно, вот Ольга Федоровна нам тоже помогала. И мы вот общими усилиями тоже земляков, при поддержке, конечно, наших руководителей республики, министерств, ведомств, мы вот сегодня добились вот такого результата. И хочу всех поздравить вот таким объектом. Пусть я считаю, что это лишь начало, сквер это начало. В будущем мы хотим, чтобы у нас был отдельное здание музея космонавтики и авиации Якутии. Спасибо. Всем национальным праздником всех, с Днем России, всех поздравляю. Благодарственное письмо присуждается Прибылых Сахаяне Ивановне, главному специалисту муниципального образования Дюпсюнский наследник,
за значительный вклад в реализацию патриотического проекта, направленного на пропаганду популяризации, развитие космонавтики и систему гражданской авиации в связи с 50-летием Музея космонавтики и авиации Якутии имени Ивана Даниловича Жиркова. Благодарственное письмо вручается Федорову Вячеславу Николаевичу. Благодарственное письмо присуждается Скрыбыкиной Анастасии Дмитриевне, главному бухгалтеру муниципального образования Дюбсунский наслед. Всем спасибо, удачи. Дорогие наши односельчане, мы поздравляем всех жителей нашего наследия с этим чудесным событием. Мы верим в то, что сквер космонавтики и авиации станет местом восхищения гостей нашего села и гордостью всего Улуса и даже всей нашей республики. Светит незнакомая звезда, светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, что только о доме Поверь, здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме пела.
Уважаемые гости, вас ждет замечательное торжество, национальный праздник ИСАХ. Примите наши искренние поздравления с этим прекрасным днем праздника встречи солнца, тепла и встречи летнего рассвета. Всех приглашаем на всеобщее фотографирование.